Уважаемые коллеги, друзья, в этом году весь мир отмечает поистине знаменательную дату – 60-летие первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года гражданин нашей страны Юрий Алексеевич Гагарин впервые в истории совершил облет вокруг Земли на пилотируемом космическом корабле. Значение этого прорыва в околоземное пространство невозможно переоценить. Запуск корабля «Восток» возвестил новую эру в многовековой летописи цивилизации. Подвиг великого соотечественника внес колоссальный вклад в поступательное развитие человечества, подтвердил способность нашего народа эффективно решать самые сложные и ответственные задачи. Для миллиардов людей во всем мире Юрий Гагарин продолжает служить примером героизма и самоотверженности, вдохновлять на преодоление любых преград в достижении самых амбициозных и благородных целей. Поэтому не случайно 10 лет назад по инициативе России Генеральная ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Уважаемые коллеги, убеждены, что конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня. За последние десятилетия Россия, как лидер в освоении космоса, оказала содействие целому ряду государств в осуществлении запуска космонавтов на орбиту. В Комитете ООН по космосу проводим последовательную линию на обеспечение равноправного доступа государств в космическое пространство и сбережение этого пространства для будущих поколений. Последовательно исходим из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях на благо всего человечества. В этой связи выступаем за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего документа, запрещающего размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение там силы или угрозы силой. За основу предлагаем взять соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на конференции по разоружению в Женеве в 2014 году. Стабилизировать ситуацию на период, пока такой многосторонний документ будет разрабатываться, призвана выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. Ее полноформатными участниками стали уже 3 десятка государств. Уважаемые друзья, Министерство иностранных дел России делает все необходимое для увековечивания памяти о Юрии Гагарине. В главном здании МИД на Смоленской площади развернута фотовыставка ТАСС «Посланец мира», посвященная роли первого космонавта в создании атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания между странами и народами. Российские загранучреждения по всему миру проводят комплекс юбилейных мероприятий, приуроченных к 60-летию первого полета человека в космос. Такую работу, направленную на сохранение связи времен и преемственности поколений, способствующую осознанию неприходящего значения ключевых событий истории, не только для нашего народа, но и для всего мира, мы будем и впредь продолжать. С праздником вас! С Днем космонавтики!